Каждый год в зимнее время в Кызыле начинает господствовать сажа. По некоторым данным, при сжигании угля в обычном частном доме 46% его потенциала просто выходит через дымоход в виде сажи, тем самым представляя реальную опасность для здоровья людей, особенно для астматиков. При вдыхании в организм частички копоти способны проникать глубоко в легкие. И дабы решить проблему сажи в столице, уменьшить число заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, наш герой Сергей Дамдын загорелся идеей создания печи, которая не будет выделять вредные вещества. Правило эксплуатации такой же, как обычные печи, там ничем не отличается, да. Вот. И специально обучают как-то пить. Тут не надо, любой поймет, потому что мы все использовали печки и знаем, вот, как она горит, как она заправляет и так далее. После окончания аспирантуры Сергей Дамдын начал преподавать в нашем ТВГУ, параллельно воплощая свою задумку и экспериментируя. Приходилось работать над своим проектом во время отпуска, ведь преподавательство не менее важное по значимости дело. Долгие 16 лет ушли на создание конечной формы печи. 1000 часов испытаний, много потраченных личных денежных средств. Вот она топка, здесь происходит горение. Так, сюда вот выходит чистый как бы топочный газ, да, без дыма. А вот сажа выделяется сюда. Вот стрелочка выходит, сажа выходит сюда, и по этой трубе вниз спускается, и обратно опять же в топку. И когда проходит через топку, а здесь уже это горящий полукокс, вот этого, да, вот этого горит. И когда вот через это проходит, когда встречается с горящим коксом, полукоксом, этот дым сгорает, и на выходе получается, что вообще абсолютно чистый вот, как бы топочный газ. На первый взгляд может показаться, что система примитивна, но, как говорится, гениальность в простоте. Наш герой смог доказать свою теорию на практике, собрал печь по своему проекту и показал, что она работает, что сажи и дыма нет. По словам самого Сергея Дамдына, в мире нет подобной системы. При помощи правительства и Министерства экономики республики документы направлены на патент изобретения в страны СНГ и Монголию. Буквально на днях пришли подтверждающие документы, что проект может быть запатентован в этих странах. Уведомление пришло, 2 уведомления. Первое уведомление, что я прошел формальную экспертизу, да, а второе уведомление, что я прошел экспертизу по существу. То есть тоже никаких препятствий нет, я же патент получу. И сразу же, когда вот этот вот эксперимент прошел, да, удачно прошел, я сразу же правительству написал в письменном виде письмо, значит, что я этот патент передаю правительству Республики Тува. На данный момент эта система подходит предприятиям и большим частным домам. В ближайшем будущем Сергей Дамдын планирует создание системы печи для небольших частных домов. Это изобретение однозначно поспособствует улучшению экологической обстановки в республике. Напомним, с 2022 года в Туве продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух». По словам главы Тувы Владислава Хавалыга, самым сложным и затратным этапом станет перевод на экологичные источники тепла. 18 тысяч домов с печным отоплением. Часть домов будем подключать к сетям Кызыльской ТЭЦ, а какие-то придется переводить на котлы, работающие от электричества и газа. По нашему запросу целые НИИ сейчас изучают наиболее приемлемые для кызылчан варианты. В общем, на месте не стоим, идем дальше. Возможно, именно изобретение Сергея Дамдына поможет Кызылу и другим регионам в реализации аналогичных экологических проблем в рамках госпрограммы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Напомним, цель проекта – снизить уровень выбросов вредных веществ в воздух. Мерген Оюн, Буян Мунгуш, Торжусат, телеканал Тува 24.